W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Дорогие ученики, привітання. Сьогодні ми Богу Костюла, Найсвятейшую Панну Марию з гори Кармель, яка знаходиться у Святої Землі, на якій пророк Ілля у свій час боронив віру в одиного Бога перед пророками язычницкими. Позднее, в 12 столетии, там так само почали затрымоўвацца и засновывать свои пустыни, такие отшельники разные. Мать Божия объявила, что так само в этом часе одного из них, самому Стоку. И от этого часу так само почали повставать шматликие субойники, які жадали підпорядковувати своє життя Матці Божої, веде шкафлер, посвячений Матці Божої, яка обіцяла так само усіх, хто буде його носити, хто буде просити її заступництва заховати від пекельного огню. Так само шмат святиня уносить назву Матці Божої Шкафлерної, Матці Божої з гори Кармель, у нас у Гудагаї на урочистості. У Факаляринах так само сьогодні урочистость, тому що Кіра Любич мела об'явлення так само в этот день, тому що Людмила мне поведомила. А ми сьогодні молимося так само особливим чином за святої пам'яті Леокадію, довіряючи Богу, і вічне життя, просячи Бога в этом. Вічне життя, просячи Бога в этом. Как мы могли год назвать Святейшую Веру, перепрошую Бога за наши грехи. Споведающие Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что загрешил я вину, думкой, словом, учинком и занепанием. Моя вина, великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заученную Панну Марию, усіх анголов святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, як пустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Христе, змилуйся над нами. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, змилуйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Великий Святый Боже, нехай на життєвому шляху нам допомагає могутне заступництво славної Панни Марії, как мы под ее опекой досягнули вершины досконалости Иисуса Христа, який з тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог празднує веки вічні. Amen. Читання книги про Гарі. Веселися і радуйся, дочка Сіона, бо ось я йду і поселюся посеред тебе, каже Пан. І многие народи прийдуть до Пана в день Твой, и станут для Его народа. И я поселюся посеред тебе, и ты познаешь, что Пан Могутев послал меня. Пан возьме во владание ему свою спадщину на святой землі, и знов выбере Иерусалим. Замолкни усялякое тело перед обличчям Пана, бо Він поднимається со своего святого жилья. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Великое учини мне всемогутный, великое учини мне всемогутный.
тими, кто его боится. Показал он своей правицы, рассеял тех, кто пыхливы сердца. Великое учени мне усе могутны, скинул могутных с трону и узвыщил покорных, добром голодных насыти, а богатых ни с чем отправи. Великое учени мне усе могутны, приняв своего слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. Великое учени мне усе могутны. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Szczęśliwy, kto słuchає Słowa Bożej i zachowaje Jego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. Jest duch Twój. Czytanie Świętego Ewangelia Pawłowi Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час, как Иисус промовлял до людей, мать и браты Ягония стояли звонку и хотели поговорить с ним. И некто сказал ему: «Вось мать твоя и браты твои звонку стоять и хочут поговорить с тобой». И он же отказал тому, кто звернувся до его: «Кто мать моя и кто браты мои?» И протягнувши руку свою до учнев своих, сказал: «Вось мать моя и браты мои, бо кожний, хто виконує волю Отця Моєго, який єсть у небесах, той мне брат и сестра и мать». Это слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Прощаюся на хвилинку. Хоч нас не шмат сьогодні тут, але може хтось з нас глядить ще з того боку, мінімум 2 чоловіки. Сьогоднішній успомін Матері Божої з Великами нагадує нам про кілька речей, які є що важні для кожного християнина. В ogóle кармель, ведаете, что такое, что означает кармель? Кармель з єврейської мови, я вичитав, означає Божий виноградник. Не пам'ятаю, як там докладно на юдейской мове, але значение напевно такое. Это были вельми уродливые земли. Там росли виноградники, там собирали плоды. И думаю, что так само помежившим тому на этой горе был Илья, на этой горе так само Мать Божия выбрала себе место для объявления. І ось такі речі, про які я хочу сказати, це перше, те, що в нашому житті відбуваються різні моменти, мають місця. І часом бувають такі, коли чоловік відчуває себе самотним, відчуває себе десь покинутим. І ось це материнство, яке дотичить Божої Матері, і воно може бути для нас ось таким утішенням. Чому? Тому що
менавіта такім чынам Бог вырашыў паяднаць чалавека з самім сабой праз Марыю, праз яе беззаганнае сэрца, праз тое, што яна сталася маці Божага Сына. І сённяшняе Евангелие, якое чуем, напэўна, нам усім добра вядомае, калі Езус прамаўляў да людзей у нейкім доме, нейкім памяшканні, прыйшла Марыя, прыйшлі таксама вучні, і хтосьці, можа, пажартаваў, кажучы, што вось там маці твая і браты твае хочуць пагаварыць з табою. Я памятаю такі момант, калі я пажартаваў над адным з маіх братоў, пажартаваў старэйшы, пазней правінцыялам, я памятаю, я быў на фурце кляштарнай, фурта, это месца, дзе усе прыходзяць у кляштар, звоняць па тэлефоне, ці дамафон, і таксама брат, который стаіць на фурце, кліча таго, да каго прыйшлі. І гэты брат быў ужо прафесарам тады, выкладаў на універсітэце, і такім паважаным чалавекам быў у правінцыі варшаўскай. Але я яго не вельмі любіў і кажу яму, паклікаў яго, кажу, там да цябе дзяўчына прыйшла. Там реально прыйшла дзяўчына, чалавек заможнага роду. І ён так абурыўся, гэта нешта кажа мне, гэта не дзяўчына, гэта монахіня. Чаму мне гэты момант з Евангелія асацыюецца з тым, што, можа, хтосьці пажартаваў. Ён майго жарту не зразумеў. Але да Езуса, напэўна, прыйшоў хтосьці блізкі. І тое, што Езус кажа, гэта, мне здаецца, найважнейшае. Ён кажа, што хто маці моя і хто браты мои? Той, хто выконвае волю Отца Майго, які в небесах, той являецца моим братом, сестрой і маці. І думаю, што гэтыя словы, яны поўны надзеі таксама для кожнага з нас, праз Марыю. Яна сталася прыкладам выканання Божай волі, прыкладам сапраўднага мацярынства, хіба што прыкладам таксама яйцоўства. І праз яе тое, што назіраем у свеце, гэтыя шматлікія аб'яўленні Марыі, многіх санктуарыях, ці пабудаваны зараз санктуарыі, гэта клопат Марыі пра кожнага чалавека. Яна сур'ёзна прыняла словы Езуса. Яна сапраўды праз яго сталася маці для кожнага з нас. Клапоціцца як можа, наколькі можа, для таго, каб мы маглі таксама выконваць волю Отца, які ў небе. Праз заступніцтва Марыі узнесём да Бога молитве нашай просьбы. Молимся за Христовый Костюм, как, дякуючи Отец и Мать Божией, Он тешився свободой, Тебе просим, выслухай нас. Молимся за орден кармелитов, как Он охопил всех детей Костюла духом молитвы и милования Богородицы. Тебе просим, выслухай нас. Молимся за всех носить шкафлер Марии, как они находились в ее особливой опеке. Тебе просим, выслухай нас. Молимся о щедром плёне земли, как не было людей голодных и позбавленных сроков до життя. Тебе просим, выслухай нас. Молимся за святую память Леоказию, как про заступництво Наисвятейшей Панны Марии, Бог принял ее в свое владарство. Тебе просим, выслухай нас. Молимся за нас, удельников этой Наисвятейшей Агьяры,
как мы здолели учинами слов, świadczyć o naszej любові до Марії, Тебе прощай. Вислухай нас, Пане. Боже, вислухай наші молитви, які ми узносимо до Тебе про заступництво Найсвятейшей Панни Марії з Дарикарної, і ученикам її опека завжди охоплювала нас по всілякій небезпеці для душі і тіла. Раз Христа, Пана нашого. Amen. Благословенный Ты, Пане Боже, существу, бо дякуючи Твоей щедрости, мы отримали хлеб, плоть и працы рук людских, оферуем его Тебе, как он стал для нас хлебом життя. Благословенный Ты, Боже. Благословенный Ты, Пане Боже, существу, бо дякуючи Твоей щедрости, мы отримали вино, плоть и виноградные лозы и працы рук людских, оферуем его Тебе, как и оно стало для нас напоем духовным. Благословенный Ты, Боже. Молитесь, братья и сестры, как молю вашу оферу принял Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог примет оферу рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на користь нам и всему Господу Святому. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и оферы Твоего народа, которые Он Тебе приносит, как про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы Божьего человека. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с Вами. И с Духом Твоим. У гору сердца. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог благодать и справедливо. Соправды Бог благодать и справедливо, слушно и избавенно, как мы прославляем Тебе, Боже, за цуды, які Ти учинив у своїх святих. Отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, складаем подяку за Твою добрыню и величаем Тебе словом и именем. Великие справы Ты учинил на всей земле, и свою милосердность распочтет во все поколения. Ты глянул на покору своей слуги, просеял спасла людям спасу Иисуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Праз Его Твою величь прославляют хоры ангелов, и завжди радуются перед Твоим обличием. Просим, как наши голосы научились, да их разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогущий, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вершине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Госанна на вершине. Соправды, Боже, Ты святый, хранится всякой святости. Тому просим Тебя, освяти великие дары разума Духа Твоего, как верны сталища для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдав себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте из этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечеру взял хлеб, знов Тобі подяку складаючи, подав своим учням, кажучи: «Берите и пейте из его все, бо это есть хлеб и крови Моей нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память».
Это великая таиница мира. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего пришествия. Uspomniałem, że śmierć i mętwych powstanie Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, kieł życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про Костел Твой рассеянный в общем свете. Удосконаля его любовь разом с Папом нашим Францишком, Бискупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай про слугу Твою Леокатию, якую Ты покликал до святого света. Дозволь ей, якая стала проспрос, подобная у смерти до Твоего Сына, так само удельничать в Его воскресении. Памятай так само про братов и сестер наших, які послужили надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці вийшов з этого света. Дозволь ему бачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, шлимыч над ученинами, как мы заслужили уделу житті вечному едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Авраамиком, со святыми апостолами и всеми святыми, які справедливо подавались от Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом в Христе, Тебе, Боже Отче, всемогутную едности Духа Святого, вся пошана и хвала прозвучи веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, так, как нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а не избавь нас от зла. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво супокой дни наши, а поможи нам милосердностью Твоей, как мы были заущуды вольны от греху и захованы от человека неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прысти избавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Супокой Пане, нехай завжди буде з вами. І з Духом. Передайте ближньому з нами супокой. Баране Боже, який береш наші гріхи і світ, Смилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, смилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, а даруй нас супокой. Божь варта Божу, что их Тебе бере на себе гріхи світу. Благословение покликанное на вечернюю волну. Пане, я не варта, как Ты пошел на меня, але скажи только слово, и будь я здоровья. Благословенная у лоне Панны Марии, якая носила Сына, дай Царство Вечного. Тело и кровь Христа. Тело и кровь Христа.
Молимся. Łaskawy Boże, mieli eucharystyczny posiłek u Dzień Uspanienu Najświętejszej Panny Maryi z Gory Karmel. Uczyni, aby my wiernej szli za jej przykładem i dla nas służyli w sprawie naszego odkupienia. Raz Chrysta, Pana naszego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Dobrego wieczoru. Pan z Wami. Niechaj Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu.